Кыргызстан приобрел турецкие беспилотники модификации Ан-К. Шойгу провел совещание по увеличению численности вооруженных сил России до 1,5 миллиона человек. Арестович подал заявление об уходе с должности советника главы офиса Зеленского. В России действие указа о мобилизации продолжается. Кыргызстан приобрел турецкие беспилотные летательные аппараты модификации Ан-К, размах крыльев которых составляет 17,5 метров, а высота полета более 9000 метров. Об этом 17 января этого года в Фейсбуке сообщил зав. Отделом информационной политики администрации президента Кыргызстана Дайырбек Арунбеков. Закуплена и поступила в Кыргызстан невиденная ранее современная военная техника Байрактар, Аксунгур, Акынджи, Ан-К, пишет Арунбеков. Количество закупленной техники Арунбеков не назвал, но сообщил, что на покупку беспилотников Байрактар, Аксунгур, Акынджи и Ан-К потрачены в том числе деньги, сэкономленные с ежеквартальных премий госслужащим, которых перестали выдавать с конца 2022 года, направив эти деньги на военные нужды страны. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности вооруженных сил до 1,5 миллиона человек. На нем министр поручил сформировать армейский корпус в Республике Карелия, 3 мотострелковые дивизии в составе сухопутных войск и 2 дивизии ВДВ, а также усилить боевую составляющую военно-морского флота, воздушно-космических сил и ракетных войск стратегического назначения. Также он поручил создавать 2 военных округа – Московский и Ленинградский, сообщила пресс-служба Минобороны. В ходе совещания Шойгу заявил о необходимости создать самодостаточные группировки войск на территории новых субъектов Российской Федерации, а также переформировать в мотострелковые дивизии 7 мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточных военных округах и на Северном флоте. Предложенное изменение в состав, численность и структуру ВС Российской Федерации планируется внести в течение 2023-2026 годов, сообщил глава Минобороны Российской Федерации. 21 декабря на расширенной коллегии с президентом Владимиром Путиным Сергей Шойгу заявил о необходимости увеличить численность военнослужащих ВС Российской Федерации до 1,5 миллиона человек, в том числе контрактников до 695 тысяч. Глава Минобороны также предложил поэтапно изменить границы призывного возраста. Возраст зачисления на военную службу он предложил поднять с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст с 27 до 30 лет. Президент поддержал инициативу главы Минобороны. 1 января вступил в силу указ президента России Владимира Путина об установлении штатной численности вооруженных сил Российской Федерации, которым численность военнослужащих ВС Российской Федерации определена 1 150 628 человек. Алексей Арестович подал заявление об уходе с должности внештатного советника Офиса президента Украины, сообщает издание «Медуза». «Хочу показать пример цивилизованного поведения. Принципиальная ошибка значит в отставку», написал он в соцсетях, приложив фото заявления. Арестович подвергся резкой критике в Украине после своего заявления о том, что российскую ракету, попавшую 14 января в жилой дом в Днепре, предположительно сбили украинские силы ПВО. Мэр Днепра Борис Филатов потребовал от СБУ отреагировать на слова Арестовича. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко объявил сбор подписей за его увольнение. 17 января Арестович принес извинения за свои высказывания. Мероприятия по призыву запасников в России завершены, но действие указа о мобилизации продолжается. Так, в администрации президента ответили на запрос депутата Псковского областного собрания от Яблока Артура Гайдука. А представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник заявил, что тема мобилизации будируется искусственно. Об этом передает русская служба BBC. Указ о завершении мобилизации российский президент Владимир Путин не подписывал. В Кремле пояснили, что в этом нет необходимости. Официально завершение мобилизации было объявлено еще в конце октября. Власти настаивают, что второй волны не планируется, однако правозащитники и эксперты подвергают это сомнению. 31 декабря в России завершился очередной призыв срочников, и слухи о возможной новой мобилизации стали распространяться еще активнее.
На прошлой неделе британская газета «Таймс» со ссылкой на источники в западных разведках предупредила, что в России могут в ближайшие недели мобилизовать еще до 500 тысяч человек. Украинская разведка также утверждала, что после Нового года в России продолжится мобилизация.